утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 28 апреля. Сегодня в Чебоксарах вновь пройдет репетиция Парада Победы, из-за чего в центре города будет частично ограничено движение и стоянка машин. В час дня перекроют несколько участков. Например, от пересечения проспекта Ленина с улицы Гагарина до перекрестка улиц Карла Маркса и композиторов Воробьевых. Ограничения будут действовать до окончания мероприятий. В Чувашии полным ходом идет подготовка ко Дню Победы. Во всех округах приводят в порядок памятники. Всего, кстати, мемориальных объектов в республике 1485. В Батревском округе, к примеру, их более полусотни. Большинство хранят память о воинах, павших в Великой Отечественной войне. В этом году по программе инициативного бюджетирования будут отремонтированы 4 памятных знака, в том числе и монумент славы в Батрево. Запланирована обшивка памятника, цвет серебра, освещение ночное, также обновление всех фонарей вокруг памятника и территории. Плитки будут обновлены. Преобразится и территория у памятника. К празднику клумбы заиграют яркими красками. Роль садоводов примерят на себя педагоги и ученики старших классов 2-й Батревской школы. Пятница. Время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Последние дни апреля в Чувашии выдались дождливыми. После осадков на небе раскинулась яркая радуга. Однако жители юго-западного района Чебоксар любовались не природным явлением, а грязевым месивом, которое на улице Гражданской окружает одну из остановок, а точнее бетонную плиту вместо нее. Добраться до общественного транспорта и при этом не испачкаться – настоящий квест для горожан. Что случилось с соснами на Красной площади? Беспокоятся пользователи соцсетей. Декоративные деревья в столице посадили всего 2 года назад, а сейчас их хвоя вся желтая. В комментариях чебоксарцы удивляются, неужели за деревьями никто не следил? В праздник весны и труда в столице республики заработают фонтаны, и на Чебоксарский залив вернутся лебеди. 12 грациозных созданий вновь будут радовать горожан. К выпуску на большую воду белоснежные птицы готовились всю неделю. Проходили ветеринарное обследование, взвешивание и осмотры. В зоуголке «Ковчег», где лебеди зимовали, напоминают, не стоит кормить птиц мучными изделиями. Они плохо влияют на сердце и печень. Если все-таки хочется чем-нибудь угостить пернатых, лучше всего мелко нарезать овощи или же воспользоваться специальной кормушкой. В этом году мы, наверное, чуть попозже, после 1 мая, будем устанавливать специальную кормушку со специальным плавучим кормом. И все желающие покормить лебедей могут приобрести данный корм в специализированной кормушке и кормить уже специализированным кормом. В Чувашии начался дачный сезон. Садоводы и огородники в активном поиске качественной рассады и крепких саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников. Ведь весна – лучшее время для того, чтобы посаженное дерево или куст прижились без проблем. Большой выбор 2-летних и 3-летних саженцев различных сортов сейчас в Чебоксарах у торгового центра «Москва». Садовые деревья привезли с Урала. Все выращено специально для холодных регионов России. Даже в Чувашии можно получить хороший урожай абрикосов, черешни и персиков. Все саженцы морозостойкие. Выставка саженцев деревьев на Карликовом подвое из Пермского края будет работать в Чебоксарах до 5 мая. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».